Доброе пятничное утро. У пятницы всегда есть особое настроение, потому что это как будто бы удивительный день недели. В этот день люди становятся чуть-чуть добрее, веселее, общительнее. И все лишь потому, что конец рабочей недели и впереди долгожданные выходные. Вот такое лирическое отступление перед началом нашего эфира. «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24 вновь готовы зарядить вас хорошим настроением на то, чтобы сегодняшний день прошел у вас просто на ура. Ну и, как всегда, начнем такое наше утро с тем, которые можно, в принципе, обсудить, может быть, позавидовать, может быть, порадоваться за кого-то. Так, например, Корпорация авиационной промышленности Китая объявила о планах ввести в эксплуатацию первый в КНР дирижабль для пассажирских перевозок в 2026 году. Аппарат получил официальное название «Благовещение облако». Благовещее облако. Известно, что неофициально дирижабль прозвали «Небесной белухой» из-за его цвета и формы, напоминающей Китай. И вообще дирижабль длиной 50 метров, рассчитан на перевозку до 10 человек, способен преодолевать до 700 километров на высоте 100-300 метров. И это первый в Китае пилотируемый дирижабль, созданный самостоятельно с учетом стандартов летной годности. В ближайшие месяцы дирижабль пройдет дальнейшую летную проверку в Ветчине, чтобы продвинуть процесс его коммерческой эксплуатации. Помимо использования в воздушном туризме, планируют задействовать этот аппарат и в аварийно-спасательных операциях, рекламных акциях и других областях. Вот, пожалуйста. Ну, как-то, знаешь... Все новое, хорошо забытое, старое. Да? Дирижабли возвращаются. Ну, по мне, это как-то страшненько было бы передвигаться на таком транспорте, я бы сказала. Ну, вот визуально посмотришь, и как-то это все шатко-валко, как будто бы. Ну, вообще, если уж про безопасность говорить за всю историю, ну, это я могу ошибаться, как будто бы из истории известен только один случай, когда дирижабль упал. Понятно. Так, ну что, дорогие друзья, вот поговорили о такой прекрасной новости в Китае. Ну, а сейчас давайте узнаем, что же у нас в республике, в частности, какая у нас погода. Летная ли? Летная ли? В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 27 градусов. В заречной группе 18-28 ниже 0. В южных 12-20 градусов мороза. В Вилюйской группе 16-23, в Нижнеленских до 36 ниже 0. В западных районах 12-16, в Колымы-Дигирской группе Лусов 27-38 со знаком минус. В Янских до 38 градусов мороза, на северо-западе 21-16. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 22 градуса. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 18 градусов. И опять минус 18. Уже который день? Ну, вроде как будто бы сегодня это вот завершающий такой цикл оттепели. Да, ну ты вчера говорил, да, что вот буквально парочку дней еще теплых, да, и потом наступят морозы. Но мы пока не знаем об этом. Ну, во-первых, это если верить прогнозу погоды, который выдает смартфон. А нам сколько раз говорили синоптики, не всегда можно ему верить. Поэтому, может быть, тепло продолжится, может быть, нам дадут еще погреться в этой зимой уже фактически начавшейся. Ну, а пока это все будет потом. Узнаем, что уже произошло в этом мире, в нашей жизни. Новости от наших коллег из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. 48% работающих сограждан ожидают получить 13-ю зарплату или премию по итогам года. Нет надежд по получению годового бонуса у 43%. Кстати, среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше, чем среди женщин. Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет. 13-й зарплаты чаще всего планируют потратить на отпуск и путешествия. 14% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 13% пустят финансы на нужды семьи. По 10% на текущие расходы или ремонт, и 9% горожан отложат годовые премии в сбережения. В октябре этого года в Якутии участники СВО трудоустроены на 81,9% в 208 организациях. Они трудятся в самых разных сферах, от ЖКХ до инженерии. В мэрии Якутска работодатели обсудили вопросы выполнения плана работ в этом году и наметили планы дальнейшей деятельности. В целях повышения уровня трудоустройства участников СВО в следующем году будет предусмотрено увеличение квоты. Так, для работодателей с численностью работников более 100 человек квота составит 3%, а для организаций, где
работают от 35 до 100 человек – 2%. Проект закона будет рассмотрен во втором чтении пленарного заседания Илтумен. Вступление изменений в силу планируется с 1 марта будущего года. Мы хотим поделиться своим опытом по выполнению квоты по трудоустройству граждан с инвалидностью и граждан, принимавших участие в специальной военной операции. У нас есть и рабочие специальности, куда трудоустроены граждане с инвалидностью, и специальности инженерно-технического состава, куда устроены граждане, принимавшие участие в специальной военной операции. 3 сотрудника, к сожалению, один по состоянию здоровья уволился, у него военная травма, ну а остальные ребята трудятся замечательно, мы довольны, и они тоже. В Амгинской центральной библиотеке провели мастер-класс по созданию уникальных новогодних украшений для елки. Участники мастер-класса узнали, как выбрать и подготовить материалы, технику работы с металлической фольгой для создания различных форм и узоров, а также узнали способы крепления украшений на елку и их декорирования. Мастер-класс будет проводиться в течение 2 дней. Участие бесплатное, все материалы предоставляются. Наши мастер-классы мы проводим в нашей библиотеке регулярно, на регулярной основе. Пытаемся привлечь читателей не только чтением, но и творчеством. А сегодняшний мастер-класс – это у нас предновогодний мастер-класс. У нас сегодня создание украшений для елки в стиле ретро. Трендовые наши украшения. Это украшения из металлизированной фольги с использованием бус и ниток. Мы наш мастер-класс планируем провести в течение 2 дней. У нас сегодня первый поток первого дня, и у нас участники уже закончили свои изделия. В Ленске полным ходом идет подготовка к Новому году. На площади Ленина уже установлена и украшена главная елка. Подрядчики развесили на 16-метровой красавице 3 километра гирлянд. Сейчас идет монтаж игрушек. Украшение площади продолжится несколькими этапами. В планах установка 7-километрового светодиодного шатра вокруг ели, заливка катка и размещение фотозон. Также к 15 декабря появится снежная горка для детворы. Сделали предварительную горку льда. После того, как закончатся монтажные работы к 1 декабря, мы начнем заливать уже основной лед. И 10-го планируем уже запустить каток с прокатом коньков в ЦДНТ. Фотозона будет перенесена от ЦДНТ сюда же на площадь. Тоже мы будем ее оформлять светящимися гирляндами и фигурами. И традиционный будет у нас конкурс снежных фигур. Всех жителей приглашаем к активному участию, призы хорошие. Утро доброе, утро бодрое. И вот такой очень достаточно, наверное, примитивный вопрос. Что каждый из нас делает сразу после пробуждения? Возможно, переводит будильник еще на пару минут или проверяет свою электронную почту, чтобы узнать, кто написал за ночь, мессенджеры, опять же. Или читаете новостные сайты. Это стандарт, казалось бы, да, стандартный набор такой утренних привычек, хотя силы и энергии он вообще никак не прибавляет. Вместо того, чтобы начинать свой день с реакции на новости, мы предлагаем вам проактивное утро, которое вернет вам бразды правления собственной жизнью. И это такая очень хорошая привычка, как утренняя йога. Она помогает людям во всем мире наладить счастливую и здоровую жизнь. Всем доброе утро! Просыпаемся вместе со мной и делаем комплекс упражнений из йоги. Принимаем удобную позицию, сидя на полу, и начинаем наш комплекс. Для начала нам нужно положить правую руку на пол, вытянуться левой ручкой вверх. Сначала мы просто вытягиваем левую часть тела, вытягиваем левые ребра друг от друга. Затем опускаемся ниже на правый локоть и уже вытягиваемся левой ручкой над головой, как стрела. Вытягивая сильнее вдох и с выдохом немного подраскрываемся к потолку. Выдох. Затем возвращаемся. То же самое на левую сторону. Сначала левая ручка по диагонали на пол. Вытягиваемся правой ручкой вверх к потолку. Вытягиваем всю правую часть тела. С выдохом опускаемся ниже и вытягиваемся правой рукой над головой, как стрела, уходя глубже в наклон. И разворачиваемся к потолку. Вдох. Выдох. Расслабляем мимику лица, не напрягаем лицо. Выходим из положения. Следующее упражнение. Левая ручка идет на правое колено,
Такая легкая скруточка, тоже правой ручкой вверх к потолку. Разворачиваемся. Здесь уже другие совершенно ощущения. Вытягиваемся за макушку. Вдох. Ручку просто тянем вверх. Выдох. Возвращаемся по центру и меняем положение. Правая ручка на левое колено. Левая рука к потолку. Вытягиваемся. Хорошо. Вдох. С наслаждением выдох. И выходим из положения. Переходим в следующую позицию. Опоры на 4 точки. Запястье под локтевым, под плечевым суставом. Колени под тазобедренным суставом. Вытягиваем правую ручку вперед, левую ножку назад. Вытягиваем правую ручку хорошо. Левой пяткой толкаем невидимую стену. Вдох. Выдох. И теперь в динамике вдох. Соединяем локоть и колено. Выдох. Вытягиваем руку и ногу. Вдох. Выдох. Левая ручка. Правая ножка. Вытягиваем правую ножку посильнее, толкаем невидимую стену. Вытягиваем левую ручку, вдох. С выдохом расслабляемся. Чувствуем, как укрепляется наша спина, руки, ноги. И в динамике соединяем локоть и колено, вдох. С выдохом вытягиваемся, вытягиваемся за макушку. И вдох. С выдохом снова вытягиваемся, хорошо. И последний раз вдох, выдох, вытягиваемся. На этом наша с вами утренняя зарядка подходит к концу. Будьте здоровы и счастливы. До следующей встречи. В условиях современного мира, где личная безопасность становится ключевым приоритетом, умение защитить себя – это бесценный навык. Студенты кафедры пиар СФУ приглашают всех желающих вне зависимости от возраста на практический тренинг по самообороне. Какая программа ждет участников, расскажут сами организаторы тренинга. Это студенты кафедры рекламы и связи с общественностью Северо-Восточного федерального университета Таисия Карпова и Тимур Ермолаев. Доброе утро. Доброе утро. Главный вопрос – где, что, когда все это пройдет, что за тренинги? Да, сегодня мы пришли рассказать про наше мероприятие вам и всем зрителям. Мероприятие называется «Тренинг по самообороне», который пройдет 23 ноября. Мероприятие пройдет в рамках нашей экзаменационной дисциплины организация коммуникационных мероприятий. С 2006 года ежегодно на нашей кафедре рекламы и связи с общественностью проводятся некие проблески, так называемые такие проекты, которые ежегодно проводят студенты 3-го курса. Мероприятие «Тренинг по самообороне». Почему мы именно его выбрали? Мы считаем, что эта тема очень актуальна на данный момент. И в целом, мне кажется, каждому человеку надо знать, как действовать в критических ситуациях, ну и в целом какие-то базовые навыки самообороны. Ну а вот по вашему мнению, да, ну, во-первых, как мы так поняли, что это экзаменационный у вас проект сам по себе, сам тренинг как таковое явление, но тем не менее пиар, реклама, связь с общественностью, как с самообороной, ну, как студенты, как с самообороной вы связаны, да, может быть, кто-то из вас чем-то занимается или тому подобное? Ну, напрямую наше направление никак не связано с самообороной, но мы считаем, что эта тема актуальна, и мы как пиарщики можем осветить данную тему. Ну а почему вообще актуальной стала тема самообороны, ну, может быть, не сейчас, там, в последние годы? Ну, я считаю, что тема самообороны была актуальна всегда. Это человеку очень важно уметь постоять за себя и, в общем, быть готовым ко всем ситуациям. Вот вы сказали, что тренинги будут проходить для всех желающих, да? То есть, допустим, сейчас телезритель услышал про такой тренинг самообороны и думает, это про меня. Вот есть ли какие-то ограничения возрастные, возможно, есть, может быть, какие-то группы новичков, либо для уже продвинутых людей, кто занимается, допустим, какими-то видами единоборств, например? Это мероприятие, тренинг создан для всех желающих.
вне зависимости от физической подготовки, от возраста. Будет такая базовая программа, практическая часть, где выступят спикеры, профессионалы своего дела, где объяснят, как нужно вести себя в критических ситуациях, с юридической точки зрения. Ну и, конечно же, сама практическая часть, где тоже выступит специалист, который покажет именно базовые, несложные для любого человека, ну, базовые какие-то упражнения и вот навыки. А вот как думаете, какую, наверное, главную мысль, не мысль, какой-то главный, не знаю, там, аксиому, может быть, из этих тренингов участники для себя могут вынести? Ну, вообще со стороны конфликтов, как их урегулировать, как в них не влезать. С психологической точки зрения, ну, мне кажется, они должны быть, ну, подготовлены ко всем Каждый ситуациям. человек, да, в Ну, любой ситуации. То есть каждый человек должен быть подготовлен не только физически, да, но еще и психологически. Конечно, морально, это в первую очередь. Ну вот вы поэтому и сказали, что будут спикеры как и по практической части, так и по вот психологической части, да. Соответственно, люди получат не только мастер-класс, да, в плане каких-то упражнений, да, но еще и получат какие-то некие знания и напутствия, да. Но а вообще вот существует такой миф, да, что самооборона это вот что-то такое из кинофильмов, да, то есть это надо прыгать, бегать там руками, ногами, да. Все-таки, на ваш взгляд, сегодня самооборона это в первую очередь что? Самооборона, ну, это не только вот про эти физическое что-то. Это может быть и отстояние своего... Своей позиции. Своей позиции, ага. Например. Своего мнения, да, допустим. Да, Конечно. Ну, вот опять же возвращаемся к тому, что на тренинге не только физически самообороняться будут учить, тренировать, скажем так, но и вот опять же конфликтные ситуации в разговоре, в полемике не вступать лишние, Конечно, провокационные да. и так далее. Есть ли, может быть, возрастные какие-то ограничения на посещение тренингов? Ну и вообще, ну то есть прям понятно, что широкий такой спектр людей по возрасту может идти, но может быть там и для самых маленьких подойдет, и там для совсем взрослых людей. Да, как я говорила ранее, у нас возрастных ограничений не будет. Мы ждем всех жителей этого города, всех желающих, которые хотят бесплатно послушать наших спикеров и также обучиться самообороне. А планируете ли вы дальше развивать это направление или вот как бы экзамен сдали и слава богу, да? На самом деле мы посмотрим. Это наше первое такое мероприятие, которое мы проводим с группой. Посмотрим, как оно в целом пройдет, как отреагирует целевая наша аудитория. И в целом с удовольствием, конечно, мы проводили такие мероприятия каждый год. Ну и что бы вы хотели сказать зрителям, которые, может быть, сомневаются, ну так, самооборону, надо оно мне вообще? Да, да. Ну, как мы уже и говорили, самооборона является базовой базовой частью. Необходимостью. Всем важно уметь постоять за себя. И было бы неплохо, чтобы они пришли. Кстати, у нас там еще и не только практическая и теоретическая, также у нас и викторины, призы будут. От наших спонсоров. Со скольки начинается все мероприятие? Да, само мероприятие у нас будет сбор с 12:30, регистрация. Также само мероприятие начнется в час дня, в воскресенье, 23 ноября. Будет много чего интересного, поэтому всех ждем. Спасибо большое, ребята. Мы желаем вам успешной учебы, хорошего такого вот этого настроения и прекрасно проведенного проекта. И пускай это станет не... И много участников, самое главное. Да, Тем чтобы- более, что это экзаменационный проект, мне кажется, даже с точки зрения просто как студенчества Нет, и а работы. я желаю, чтобы это не стало просто экзаменом, а чтобы это стало доброй традицией, и в следующем году вы опять собрали... А вот если будет массу много людей, оно обязательно станет доброй традицией. Да. Спасибо. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Вот, сегодня 21 ноября, и сейчас вообще обязательно нужно запомнить сон, который приснился в ночь на сегодняшний день, если вы вдруг только проснулись, да? Если он был хорошим, его ни в коем случае нельзя рассказывать, иначе ничего не сбудется. Наши предки верили, что если в этот день сходить в баню, то весь год болеть не будешь. Помимо прочего, в Михайлов день надо обязательно попросить прощения у того, кого обидели. Поэтому сегодня вспоминаем и запоминаем свой сон, просим прощения и отправляемся вечером в баньку, и у вас точно все будет хорошо. Чем же еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее. Все. Все? Спасибо. Можно выходить. На календаре 21 ноября. Сегодня Всемирный день приветствий, Всемирный день телевидения.
День военной присяги в России. День работника налоговых органов Российской Федерации. День бухгалтера в России. По народному календарю Михайлов день. По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней, нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана, готовились к оттепели. Этот день в истории. В 1344 году в Праге заложен первый камень собора Святого Вита. В 1368 году великий князь литовский Ольгерт напал на Москву. В 1472 году в Москву из Рима прибыла Зоя Палеолог. В 1783 году состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. В 1916 году в Эгейском море затонул «Британник», корабль-близнец «Титаника». В 1965 году в Москве открылся детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Наталии Сац. В этот день родились Вольтер, французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения. Михаил Глузский, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Тамара Носова, советская актриса театра и кино, народная артистка России. Николай Перумов, российский писатель-фантаст. Именины сегодня отмечают Гавриил, Михаил, Павел, Рафаил. За потоком событий, памятных дат, новостями и происшествиями в мире порой не угнаться. И, конечно, чтобы быть в курсе всего происходящего, мы, как ни крути, обращаемся к средствам массовой информации. Вот, Паш, например, когда последний раз ты держал газету в своих руках? Живую? Прям вот настоящую живую? Настоящую живую газету. На самом деле давно это было. Серьезно, да? То есть у тебя газета – это уже далеко забытое прошлое? Ну, как носитель информации, да, как средство получения информации, ну, опять же, в контексте, что современная цифровая эпоха, все меняется, адаптируется, конечно же, нет. Ну вот недавно я прочитала мнение нашего президента Владимира Владимировича Путина на эту тему. Он сказал, что бумажная журналистика будет иметь место в этом огромном меняющемся мире так же, как и бумажная книга. Самое главное – содержание. Если у бумажного носителя будет приличный, интересный контент, то по сравнению с другой интернет-шелухой она никуда не денется, не умрет. Ну, вообще, я с этим согласен, потому что, и опять же, возвращаясь к тому, что сейчас очень все сильно трансформируется. Тем не менее, физически газету почитать можно, и давайте же узнаем, что можно прочитать в свежем номере газеты «Якутия». Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере главной газеты республики. 2 года назад она привезла из Хабаровского края последних оставшихся там оленей, а сегодня занимается разведением этих северных животных в 35 километрах от Якутска. Насколько успешно это получается и чем еще интересно этностойбище на Вилюйском тракте, читайте в нашем специальном репортаже. Она сменила востребованную профессию маркетолога на дело, с которым познакомилась во время отпуска и открыла первую в Якутске витражную мастерскую. Как в этом многодетной маме помог социальный контракт, с какими сложностями она столкнулась на старте своего бизнеса и что советует начинающим предпринимателям, читайте в нашей традиционной рубрике «Мастерица». Этот народ считается одним из древнейших в Евразии, но долгое время такую национальность не указывали из-за предписания чиновников, что едва не привело к исчезновению целого этноса и его уникального языка. Кто помог сохранить самобытность юкагирам, что объединяет их верование с буддизмом, как их поддержал Михаил Николаев, а также о многом другом нам рассказал герой нашей постоянной рубрики «Гость номера». А еще в свежем выпуске новости спорта, деловой и политической жизни и, как всегда, занимательный сканворд и подборка самых свежих анекдотов. Будьте в курсе событий, читайте газету «Якутия». Хорошего вам дня! Утром чашечка кофе, тост, запах свежего выпуска газеты, тишина и полное спокойствие. Вот она, идеальная картинка доброго утра, не правда ли? Ну, вообще, оказывается, существует целых 7 утренних ритуалов успешного человека. Это ранний подъем, зарядка, медитации, планирование дня, здоровый завтрак, чтение и обучение, а также благодарность и позитивный настрой. Вот как же это все успеть за одно короткое утро? Ну, постараться, если, то, конечно, все может получиться. Но, тем не менее, в чем-то мы вам можем помочь. Поделимся советами о том, как начинать свой день здорово и здорово. И далее расскажем о том, каких правил надо придерживаться в утреннем рационе. Знакомый звук, правда? Это момент выбора между сном и новым днем.
А вот как начинает свое утро человек, у которого в расписании тренировки, учеба в меди и клиенты? Ведь то, как мы завтракаем, часто задает тон всему дню. Смотрите, каким завтраком силы заряжается тренер и косметолог. Сегодня я приготовлю завтрак, который будет состоять у меня из 3 яиц. Обязательно в него будет входить клетчатка, растительная клетчатка, это помидоры и рыбка. Рыбку я солю сама, она из киты, потому что лосось и семга, она более жирная, мне важно сохранять норму жиров. Также в моем завтраке десерт является это ягоды различные, клубника, голубика, всевозможные. И из растительных полезных жиров, да, насыщенных, я употребляю арахисовую пасту, либо шоколадную пасту на основе орехов. Для готовки я использую всегда масла, это кедровое, да, либо кокосовое масло, либо оливковое масло, оно у меня тоже лежит там подальше. Я добавляю каплю, пшикаю, да, и обязательно размазываю кисточкой. Обязательно добавляю немножко соли. Соли не нужно бояться, а то есть миф у некоторых людей, что они вообще исключают соль, потому что соль вредна. Но на самом деле соль очень важна для нашей костной системы. Так как я соблюдаю рацион, да, строго по калоражу, то у меня обязательно кухонные весы, да, где все строго по граммовке. Я каждое утро ем 63 грамма рыбы, да, и я вот взвешиваю. Вот у меня вышло 63 грамма и 100 грамм обычно у меня помидор. И обязательно ко всему этому завтраку я не исключаю никогда из рациона хлеб. Хлеб я покупаю бездрожжевой, да, и ем его каждое утро 43 грамма. После основного приема пищи завтрака, да, я ем десерт с кофе. На сегодня у меня будет голубика. Голубики я ем 45 грамм каждое утро. И сегодня я хочу поесть классическую арахисовую пасту. Она у меня 15 грамм каждое утро. Я ем либо шоколадную арахисовую пасту, либо просто чистый арахис. Но сегодня я хочу чистую арахисовую пасту поесть. С жирами обязательно нужно быть внимательным, потому что перебрать их очень легко. Вот у меня вышло 15 грамм арахисовой пасты, и мой десерт готов. Смотришь на это спокойное, осознанное начало дня и понимаешь, что такой подход требует внутреннего стержня. Нам стало интересно, откуда берется эта внутренняя опора, которая позволяет ей совмещать столько ролей. Моя мотивация, наверное, берется из головы. Я всегда себе держу фразу такую, что я не работаю с телом и не работаю с мышцами. Я работаю больше с характером, именно с выносливостью и, наверное, со стороны психологии сделать себя сильным человеком. И остальное, что я вижу визуально, подтянутое тело, рельеф, мышцы – это все бонусы ежедневной работы над собой изнутри. Когда работаешь над характером, а не просто над мышцами, меняется все. Дисциплина становится осознанным выбором, а подтянутое тело – приятным бонусом. Настоящие результаты начинаются с работы изнутри. Милона Полушкина, Артумен Наговицын, Якутск. Замечательно, когда у человека вот так все по полочкам, да, утром просыпаешься, все взвесила, все подсчитала, поела и вперед в добрый рабочий день. У меня так, например, не получается, потому что мы встаем очень рано. Быстро-быстро туда-сюда, быстро оделась, собралась, прилетела, прибежала. Ну и, собственно... Раннее пробуждение явно не причина, потому что у меня получается. У тебя прям все тоже по граммовке, по весам и так далее. Ну, как бы, да, я очень заранее готовлю, допустим, утренний рацион, чтобы с утра как бы не тратить на это время отмеренно. Поэтому все, мне кажется, зависит от человека, но все мы разные, и этим жизнь прекрасна. Но мы все-таки продолжим расширять познания в утреннем рационе и далее поделимся не просто советами и правилами, а непосредственно самим рецептом полезного и вкусного блюда. Доброе утро, меня зовут Юлия Заболоцкая-Збекова, я доказательный нутрициолог. Сегодня у нас в рубрике «Блюдо дня». Угадайте, что? Восточное блюдо. Его вообще-то в Азии готовят не так, как мы привыкли его видеть в ресторанах города Якутска. Мы в нем будем использовать побеги чеснока и свинину. Итак, мы с вами сначала нарезаем лук. Нарезаем на 4 части. Дальше мы нарезаем с вами черемшу. Режем ее
ну, прям с самого конца, вот такими вот, как сказать, я даже не знаю, как сказать, кусочками, там, не знаю, брусочками, длиной примерно 3-4 сантиметра. Побеги чеснока еще называют черемшой. Ну, то есть, если вы видите в магазине, что написано черемша, значит, это побеги чеснока. Вот. Их у нас продают в консервированном виде. Ну, то есть, само собой, вот эти побеги, они не менее полезны, чем, собственно говоря, сам чеснок, что для Якутии в зимний период тоже очень актуально, потому что содержит большое количество витаминов и антиоксидантов, которые позволяют укреплять иммунитет. Вообще для этого блюда не обязательно может быть свинина, да, любое мясо или птица, которые быстро готовятся, подойдут. Точно не подойдет говядина, можно взять жеребятину, можно взять курицу. Знаете, почему свиное сало и вот такой жир сильно отличаются? Да? Потому что у них на самом деле разный химический состав. То сало, которое мы едим в засоленном виде, и вот это сало, они разные. Сало, которое вот таким вот образом в такой части, да, находится, его подкожное сало, да, лучше срезать и не употреблять в пищу. Оно не очень полезное. Мы нарезали мясо соломочкой, теперь нам осталось это все просто обжарить. Для этого блюда лучше использовать либо глубокий сотейник, либо сковородку вок, либо казан, потому что казан и вок, по сути дела, одно и то же. Давайте мы наливаем с вами масло. Масло для жарки. Не ждем, когда она забулькает, не надо этого делать, да. И сразу практически добавляем нашу черемшу. Ее кладем до мяса, потому что с нежными сортами мяса черемшу нужно обжаривать наперед. Она очень грубая. Прям ждем, чтобы она немножко начала менять цвет и жарка была более интенсивная. Вот смотрите снаружи, когда появляется небольшой такой налет, видно, что некоторая черемша уже чуть-чуть обжаривается. В этот момент мы кладем крупно порезанный лук. Вот эти наши 4 половиночки. Вот этот процесс держания овощей в масле, когда они меняют цвет, называют карамелизацией. Дальше карамелизовать овощи уже не надо. Мы просто добавляем свинину. Все, и теперь мы просто жарим это мясо до готовности. Когда мясо ваше со всех сторон уже изменило цвет, это значит доведено примерно до полуготовности, добавляем сейчас соевый соус. Все, пора снимать с огня наше блюдо, оно готово. Готовность определяется по мягкости лука. Как только лук стал такой податливый для лопаточки и прозрачный, значит, мы все приготовили с вами это блюдо и можем его начинать есть. Приятного аппетита! От гастрономической эстетики, связанной с визуальным и эмоциональным восприятием такого блюда, перейдем к красоте великого искусства. И это не только внешний, эстетически оформленный объект, но и внутреннее содержание. Созерцание произведений искусства или исторических артефактов позволяет отвлечься от повседневных забот и погрузиться в иную реальность. Эмоции, полученные в музее, оставляют глубинный след в памяти и помогают взглянуть на обычные вещи через призму мировых и исторических шедевров. В Национальном художественном музее продолжает работу выставка «Родные мотивы», приуроченная к 70-летию со дня рождения художника-графика Алексея Егоровича Евстафьева. На выставке представлена уникальная монографическая коллекция мастера, представляющая произведения разных жанров и периодов. Алексей Егорович Евстафьев родился в 1955 году в Намском районе в многодетной дружной семье коневода. В малом возрасте он очень сильно заболел и был отправлен на лечение в город Курган. И вот там, вдали от родины, от родителей, в тоске, он начал рисовать, оставляя на своих листах воспоминания о родине. И вот именно с этого момента началось выздоровление. Тогда еще никто не знал, что это будет зарождение художника, ставшего одного из классиков графического искусства Якутии.
Алексей Евстафьев учился в Московском институте имени Сурикова. И ему необычайно повезло. У него были прекрасные преподаватели, художники, педагоги, профессора, которые разглядели в этом якутском парне талант, сильный дух, целеустремленность. И часто выставляли его студенческие работы на всевозможных выставках. А в мастерской станковой графики тогда царила такая особая атмосфера, особая тишина. И именно это была такая живая школа преемственности традиций. Сдержанные крупноформатные акварели, живописные литографии – это особый почерк Алексея Евстафьева. И глядя на его листы, мы видим родную Якутию. Такие простые сюжеты, деревеньки, наши якутские красивые лошади. Это сенокос, это время года различное на его листах. И созерцая его творение, ощущаешь успокоение и такое ощущение гармонии с природой. Его листы необычайно поэтичны. Его называли поэтом в графике. И этот поэтический слог очень высок, пронзителен и тонок. Жизнь быстротечна. Алексей Евстафьев оставил свой такой неповторимый след в изобразительном искусстве. Его почерк, его имя, его опыт живет, продолжает жить в его самобытных творениях. Искусствовед Ломакина так написала о нашем якутском художнике графики. Евстафьев сумел раскрыть в своих листах подлинную Якутию, сыном которой он и являлся. Продолжая тему искусства, коллектив Национального театра танца Якутии имени Сергея Зверева «Кыл-Олла» в рамках гастрольного тура выступил в Башкортостане. Зрителям, увы, представлены две программы. Пластический спектакль с грозными очами, с острым кулаком, девушка-богатырь, Кыдаан, который прошел при полном аншлаге и вызвал восхищенные отзывы зрителей. А также вчера на сцене концертного зала Государственного ансамбля танца имени Файзи Гаскарова представлена концертная программа «Вдохновение Арктики. Ритмы вечной мерзлоты». Далее коллектив театра отправился в Республику Татарстан. В городе Набережные Челны была представлена концертная программа, которая 22 ноября повторится в Казани. А 21 ноября театр танца с участием коллектива Саха-театра и театра Аланхо представит театрализованное представление «Аланхо. Вечное эхо Евразии». Напомним, что гастрольный тур Национального театра танца Якутии организован благодаря федеральной программе «Мы Россия» по линии Росконцерт. Ну а тем временем мы в Ленинском Алданского района появится каток. Строительство стало возможно благодаря поддержке промышленных предприятий, а к хлопотам по подготовке ледовой забавы с энтузиазмом присоединяются дети и взрослые. В центре катка, который станет для жителей отличным новогодним подарком, уже установлена елка. Крепость первого льда протестировали наши корреспонденты. На стадионе Ленинского уже ощущается приближение самого яркого и волшебного праздника года. Здесь скоро зажжется главная поселковая елка. Каркас смонтирован, в целом конструкция собрана. Финальными штрихами стало закрепление последних хвойных веточек. Сразу были повешены и гирлянды. Коллективы администрации и культурно-спортивного центра с задачами управились быстро и слаженно. Настроение на самом деле хорошее. Люди пришли, все заряженные, все бодрые, с весельем. Вот скоро будем встречать Новый год. В этом году у нас елка
можно сказать, в центре поселка находится. Раньше она стояла около клуба, была такая незаметна. Но благодаря тому, что у нас в поселке появился наконец-то каток, поэтому в этом году вот решили мы как-то поставить в центре, чтобы был доступ к елке для всех. Ледовый каток будет главным новогодним подарком для жителей поселка. Появление ледовой забавы стало возможным благодаря поддержке промышленных предприятий, ведущих деятельность на территории района. Промышленные предприятия нашего района, можно сказать, даже не то что поселка, а района очень помогли. И сварщиков предоставили, которые варили ограждения, и выделили денежные средства на заливку льда, на устройство самого вот этого вот коробки хоккейной. Первая заливка льда на стадионе была сделана несколько дней назад. На ближайшее время запланировано выравнивание поверхности. До того, как на лед выйдут первые конькобежцы, предстоит провести еще некоторые работы. Это вообще большой подарок, я так считаю, в этом году, потому что у нас вообще в поселении ни разу не было ничего подобного. А в этом году мы откроем елку, здесь натянем гирлянды, украсим все, построим горку. Каток для ленинцев – подарок желанный. И к хлопотам по подготовке ледовой забавы с энтузиазмом присоединяются трудовые коллективы, семьи и, конечно, дети. Они помогали нам заливать каток, помогали своим настроением, бегали тут. Попробовать силы в катании на коньках готовятся не только дети и подростки, но и взрослые. Активный отдых привлекателен для многих. Ожидается, что каток также станет местом соревнований по хоккею. Словом, скоро на стадионе будет многолюдно и жарко. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Ленинский. Вот видишь, нас смотрят и в Алданском районе, да, и действительно наша география обширна, потому что крупные города, как Нерюнгри, Мирный, там, что у нас еще? Всем привет им, кстати. Да, всем привет, передаем. В общем, нас смотрит почти вся республика, и у нас есть филиалы, которые активно работают и снимают вот такие замечательные материалы, и это здорово, потому что таким образом мы можем как будто бы, знаешь, перенестись в другой регион нашей республики. Так и при этом всем вещание мы есть, и спасибо современным технологиям. В любое время, в любом месте нас можно посмотреть при помощи интернета. Да. Поэтому не только крупные города республики нас смотрят. Я думаю, смотрят нас везде. Поэтому еще раз всем всей республике привет. Мы вас любим и спасибо, что вы с нами. Ну, а я хочу сказать спасибо нашим коллегам, которые работают в различных уголках нашей республики и готовят материалы. И интересно рассказывают нам. Очень интересно. Ну и вот так один из наших коллег, например, Дмитрий Аргунов, в преддверии столетия автотранспорта в Якутии продолжает разбираться в ретро-автомобилях, представленных в городском ретро-музее. И сегодня он подготовил видеосюжет о знаменитом автомобиле ГАЗ-М1. Первые автомобили завода имени Молотова, отсюда и литера М на радиаторе М-ки, легковой ГАЗ-А и грузовой ГАЗ-АА были полной копией американских Форд А и Форд АА. Договор с компанией Ford был рассчитан на 9 лет, но по инициативе СССР фактически перестал действовать гораздо раньше. ГАЗ-М1 – первый авто Горьковского автозавода, который не базировался на Форде, самостоятельной разработки, но не полностью. Так, шасси М-ки разительно отличалось от ГАЗ-А, но крестовиной или пауком рамы была похожа на другой продукт Форда – ирония судьбы, не иначе. Принципиальное отличие ГАЗ-М1 от предшественника совершенно новый по сравнению с ГАЗ-А четырехдверный закрытый цельнометаллический кузов. Конструктивно кузов ГАЗ-М1 в точности повторял Ford. Кстати, цельнометаллическая конструкция по тем временам оказалась очень прогрессивной. Многие европейские фирмы, в том числе именитые, еще делали кузова на деревянных каркасах. Подвеска ГАЗ-М для советского завода были совершенно новые, зависимые на продольных рессорах. Предшественник М-ки, ГАЗ-А, унаследовал от американцев поперечные рессоры, которые Форд использовал аж до 40-х годов. М-ка выпускалась с 1936 года до 1942. Широко применялась и на фронте для командного состава Красной Армии. Кроме М-ки в СССР в серию пошел лишь пикап ГАЗ-М415. Кабриолеты уже на базе модернизированной М-ки ГАЗ-11-73 построили лишь в нескольких экземплярах. А двухдверное купе на основе ГАЗ-М1 и вовсе сделали одно для гонок.
В Якутии зарождение автотранспорта, в том числе и «Эмки», связано с именем Петра Машицкого, у которого, к слову, была своя «Эмка», в которой водитель, по преданию, зимой перевозил куб дров. К слову, в Якутии при этом была лишь одна частная «Эмка», которую выиграл в лотерею Аса Авиахима работник Алданского парткома в 1941 году. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Китай в январе-октябре нарастил импорт трубопроводного газа из России на 17,8%. Согласно обновленной статистике, Россия лидирует среди стран-поставщиков энергоносителей Китаю. Физический объем трубопроводного газа, закупаемого Народной Республикой и других государств, таможня КНР в последние годы не приводит. После России в рейтинге ведущих экспортеров этого энергоресурса Китаю приходится Туркмения. Далее в списке Мьянма, Казахстан и Узбекистан. Россия стала крупным игроком и на индийском рынке продуктов питания и сельского хозяйства, хотя пока Индия больше продает России, чем наоборот. Но обе страны активно работают над тем, чтобы увеличить взаимные поставки, убрать барьеры, а также создавать совместные проекты. Российским товарам пока трудно попадать на индийский рынок из-за высоких таможенных пошлин Индии на ряд товаров. Страны ведут переговоры, чтобы решить этот вопрос. Обе стороны планируют расширять торговлю. Россия хочет больше поставлять удобрений, подсолнечного масла, бобовых и продукцию животноводства, а Индия – морепродукты. Также есть планы по созданию совместных предприятий. Увековечить память о защитнике Родины в стенах родной школы. Партию героя открыли в одном из классов столичной школы номер 13. На ней портрет доблестного воина Аялы Лазарева. В 2019 году он выпустился из школы, весной этого года отправился на передовую, где героически погиб, выполняя воинский долг перед Родиной. Его друзья, учителя и близкие вспоминают Аялу внимательным, прилежным и активным. Спортсмен и активист, он всегда отличался жизнерадостностью и дружелюбием и был примером для младших школьников. Дружили с детства, был хорошим человеком, веселым, добрым, отзывчивым. Радует, что открывают парты, достойно уважения. Про Аялу я могу сказать лишь только хорошее, что он был очень отзывчивым, очень дружелюбным, очень общительным, любил помогать, всегда приходил на помощь. То есть, это на самом деле неожиданный момент для нас, для всех, и мы очень рады. Отдел опеки и попечительства Верхневилюйска провел семинар для замещающих семей Улуса. Участники обменялись опытом, обсудили актуальные изменения в законодательстве, углубили знания о правах и обязанностях. На сегодняшний день на учете состоит 107 детей-сирот, из них 48 находятся в опекунских приемных семьях. На семинаре родители и опекуны не только пообщались, они поставили выставку, показали свои рабочие моменты и разные коллекции. В ходе сегодняшней работы с родителями на семинаре был положительный настрой наших опекунских родителей. Большинство хвалили своих подопечных и отметили, что у них всегда есть повод для гордости. Конечно, поможет быстрее и легче наладить детско-родительские отношения и сохранить их в семьях как можно дольше. Такие мероприятия повышают компетентность наших приемных родителей, помогают создавать в семьях условия для полноценного воспитания и развития детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс юных исполнителей Аланхо собрал участников из 8 наслегов Усть-Алданского улуса. Мероприятие прошло в рамках декады Аланхо, посвященной к 125-летию Аланхасута Романа Алексеева. На конкурсе участники исполнили выбранное произведение группы индивидуально. Также юные исследователи приняли участие в научно-практической конференции. Основной призовой фонд предоставила семья Шелковниковых, внучки Аланхасута. Это учащиеся 3 класса. Исполнили Аланхо Сергея Степановича Васильева Брогодского «Меңөрюрбега». В этом году мы пришли ансамблем, и еще 2 ученика будут выступать одиночным. И еще 5 учащихся будут участвовать в научно-практической конференции. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. 2 часа 30 минут.
Ну а тем временем Центр «Мой бизнес» начинает прием заявок на республиканскую образовательную программу «Папа предприниматель». И все подробности сегодня мы узнаем у Альбины Ершовой, преподавателя Центра «Мой бизнес». Доброе утро. Альбина Диасовна, вообще подробнее Доброе скажите, про что за программа, и чему будут учить будущих предпринимателей, какие уникальные, может быть, элементы будут включены уже в программу? Центр «Мой бизнес» проводит с 1 по 5 декабря образовательную республиканскую программу, которая называется «Папа предприниматель». Но она предназначена для мужчин, для пап, которые желают заниматься предпринимательской деятельностью. И программа разработана специально вот для тех, кто желает открыть свой бизнес и развить свои предпринимательские компетенции. То есть это все-таки для тех, кто в настоящее время бизнесом, если занимается, то только на самом начальном уровне, скажем так. То есть для уже опытных предпринимателей как бы по программе не подойдет или тоже есть что-то? Но она еще предназначена для тех, кто, например, желает заниматься, но и в то же время может заниматься предпринимательской деятельностью, но не более 1 года. И имеющие детей, несовершеннолетних детей, хотя бы 1 ребенка. То есть это основные критерии? Возраст не помеха. Да. Любой возраст. Главное, чтобы ребенок один был. Ну и если был бизнес, не менее. Ну и программа, она проводится в формате тренинг-интенсив. То есть это говорит о том, что очень большой объем информации они получают за очень короткое время. И темы самые разнообразные, она насыщена. Эта программа разнообразными темами. И, еще кроме этого мы приглашаем специалистов, например, они встречаются с успешными предпринимателями. Мы еще приглашаем представителей фонда предпринимательства, агентства туризма, наших же специалистов, Центр «Мой бизнес», и специалистов, например, Федеральной налоговой службы. А необходимо ли участникам подготовлять заранее какие-то материалы, допустим, либо, может быть, бизнес-проект, или все это будет в течение тренингов? Ну, смотрите, обычно бывает так, что они приходят уже с готовыми бизнес-идеями. Кто еще в поиске, естественно, мы помогаем, генерируем различные бизнес-идеи, тестируем, и они для себя определяют, чем бы они, возможно, желали бы, хотели заниматься. Это может быть и хобби. И по ходу обучения все это обязательно тестируется для того, чтобы понимать, будет ли эта идея прибыльной или нет. Вот мы видели сейчас фотографии, с прошлого тренингов, насколько охотно вообще мужчины у нас в республике идут на подобные мероприятия, потому что, мне кажется, порой очень сложно заставить папочку: иди, обучись, сделай проект и принеси деньги в дом, Ведь одно дело, когда этим занимаются мамочки в декрете, это популярно, а вот насколько активно мужчины участвуют? Мужчины, вы правы в этом смысле, но, с другой стороны, мы уже 3-й год проводим. Нынче будет уже 4-й год. У нас никогда не было недобора. примерно обучается так вот. Мы еще отбор проводим, бывает больше заявок. Даже. Да, и обучаем где-то примерно 20 участников. А вот говоря про отбор, вообще, как процедура подачи заявки проходит, какие сроки? Ну, у нас анонс размещен на нашем портале, он называется «Мой бизнес 14 РФ», и у нас заявки принимаются уже с 1 ноября по 26 ноября включительно. Ну, это вот, как я сказала, это могут принять участие мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка, хотя бы одного. Ну и те, кто занимается предпринимательством, не более 1 года. Ну, а может быть, приведете какой-нибудь интересный пример, чтобы мотивировать многих мужчин, кто сейчас смотрит нас, какой-то конкретный удачный стартап, который уже родился благодаря вашей программе? Но основная задача нашего проекта заключается в том, что вот за эти 4 дня они разрабатывают свой уникальный бизнес-план. И вот за все эти годы они были очень интересными, разноплановыми, уникальными. И могу привести пример. В прошлом году у нас в конкурсе выиграл Петр Артемьев, это отец 4 детей. У него проект назывался «Открытие мастер-классов
по холодной обработке материала. То есть это ювелирное дело. Вот. И сейчас он является самозанятым. И он совмещает работу учителя в общеобразовательной школе, и в то же время он занимается бизнесом. То есть монетизировал свое увлечение, видимо, хобби, да, и теперь, собственно, после полученных знаний может все это грамотно вести и совмещать с основной работой, да. Ну и, конечно, наверное, многих интересует, грант. А какой грант можно получить? Ну, грант у нас, экспертная комиссия оценивает работу наших участников и определяет победителя. Ну и вот, например, вот Петр Артемьев в прошлом году получил 150 тысяч, и в этом году тоже у нас грант в размере 150 тысяч. Они его получают на открытие или на развитие своего бизнеса. В целом тоже очень неплохая помощь. Альбина, спасибо большое вам за беседу. Мы желаем нашим зрителям, кто вдруг заинтересовался, потому что предпринимательская деятельность, она хоть и в какой-то степени рисковая, но кто не рискует, тот, мы знаем цитату из прекрасного фильма. Поэтому рискуйте. Да, рискуйте, папочки, подавайте заявки, дерзайте, пробуйте. Ну а мы завершаем эту рабочую неделю, и уже на следующей неделе наши коллеги в 7:00 скажут вновь вам «Доброе утро, Республика». Но это будем уже не мы, а кто-то другой. Ну а вам на сегодня желаем хорошего настроения и отличных выходных.